Добрый, Добрый вечер, дорогие читатели, уважаемые гости. Вот и завершается 2020 год. И в преддверии самого ожидаемого праздника встречи Нового года Республиканская библиотека для слепых собрала всех нас на итоговое торжественное онлайн-мероприятие «Лидер чтения 2020». С наступающим Новым годом, друзья! Уходящий год нельзя назвать легким, но мы счастливы, что вы остались верными родной библиотеке, не перестали читать и посещать наши онлайн-мероприятия. Давайте проведем благодарностью. Вместе мы узнаем имена самых активных читателей, победителей различных конкурсов. Үтүмән мөрүләр үтөки хәнен күнді дағыттыр. Ақсыны амдам тымныта, аңдан да турдар. Әһеге күнді ағачылар біз бар боланыр. Сылын ақсын саңа жылы көрсі, сыл бастың ағачыларын мөрүләхтік шестебет. Ол күрдік бүгін әһеге негетігер 14 сыл бастыңларын аттара аттаны. Onu tanga 2 тыгынча сүйрбе сылга көрбөттөр анал библиотекаларын көгүләһеннән үтыллыбыт республикатагы күрәктәр түбүктәре тапсы. Дорогие друзья, номинантами лидера чтения становятся самые достойные, самые преданные и верные друзья библиотеки. Впервые наша библиотека провела этот замечательный праздник, церемонию чествования самых активных читателей в 2006 году. Это 14 лет назад. Достаточно сравнительно. Владимир Анатольевич, город Якутск, и Богданов Николай Иванович, Хангаласский район. Слово предоставляется директору Республиканской библиотеки для слепых Айталине Семеновне Никитиной. Дорогие читатели, уважаемые наши социальные партнеры, волонтеры, коллеги, спонсоры, наши друзья. Этот год выдался далеко не легким. Отсутствие живого общения, мероприятий в стенах родной библиотеки – все это, конечно, для всех нас явилось испытанием на прочность. С момента введения ограничительных мер мы в кратчайшие сроки адаптировали всю деятельность библиотеки. Наша библиотека не остановила свою работу ни на один день. Мы активно начали обзванивать читателей для проведения громких читок, создали WhatsApp-группу «Досуг РБС», провели множество онлайн-мероприятий на разных цифровых платформах, в том числе наши конкурсы, итоги которых сегодня будут торжественно объявлены, также прошли в дистанционном формате. Мы обслуживаем все возрастные категории, поэтому и конкурсы совершенно разные, но все они нацелены на привлечение чтения. Дорогие читатели, конечно, каждый из вас является для нас лучшим читателем, но сегодня будут названы имена лучших из лучших. Несмотря ни на что, 2020 год принес библиотеке немало новых побед и открытий. Так, библиотека стала 4-кратным призером во всероссийском конкурсе специальных библиотек для слепых. Мы выиграли грант на тифлооборудование для проведения экскурсий. Как нельзя кстати, во время пандемии самым большим подспорьем в нашей работе стало мобильное приложение аудиокниг РБС. С уверенностью
можем констатировать тот факт, что мы вместе достойно выстояли, несмотря на все сложности уходящего года. Сейчас мы смотрим в будущее без страха и с большими надеждами. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю всем крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, исполнения желаний. Благодарим, что вы остаетесь верными библиотеке и чтению. Саха эстрадатын артыга, айгылан, онна ыры куттах, кыдан Моисеев, ылбагай ыраларын бәләх унарбытын көңүллән. Киеха кыпкара бычыкайык надади күн көрү от үнү сибекки тетери эйягас мишергини эн бара жоңго белахте эйягас мишергини эн бара жоңго белахте Erkiller enceğer sılayan ereyen Tübükter ületten erkillen gelirim Eyyağız miçerder enkergenim körsüre Eyyağız miçerder enkergenim körsüre Киеха бәткіра бычыкайык надади күн көрі от үйе сибекки дедери Жолға қара болары мен күнді жоннорум Жолға қара болары мен күнді жоннорум Okul bürgüler şirin çağıgar kiyen kellibit. 14 tögülün ıtıllar cahılbıdıgar, 14 anal atı beytin kahayının buluğa. Barı nominanlar anal atı toğulur diplomunan, onna sınalak biristerinden nagradalanektara. Sana jıl jiktida alıqtaq boların, oğa erdaq bititten itagaya bit, erene bit. Ağar salabıt sürün kergediger. Харыяға ұяммыт открыткалардан гайылақтар аттарын билехпет. Какие же номинации ждут своих хозяев? Внимание на экран. За творческое сотрудничество. Дебют года. Активный надомник. Активный пользователь мобильного приложения. Верность Луи Брайлю. Проф-активист. Библиотечный пункт года. Социальный партнер года. Лучший спонсор. Надежда библиотеки. Перспективная молодежь. Zoom-бум. Лидер чтения 2020 Улусы. Лидер чтения 2020. Город Якутск. Выбрать лучшего читателя из всех читателей. Задача не из легких. Думаем, сотрудники библиотеки успешно справились с этой задачей. Для этого тщательно проанализировали читательские формуляры, результаты читательской деятельности и выявлены самые активные читатели. Они разные по возрасту, роду деятельности, увлечениям и интересам. Но есть одно общее, что их объединяет. Это любовь к книге и чтению, преданность нашей библиотеке. Итак, первая номинация за творческое сотрудничество. Открываем. Номинация «Творческое сотрудничество» получает талантливая творческая молодая мама Кондратьева Олеся Эдиковна.
Олеся Эдиковна, руководитель творческой мастерской «Радуга творчества», которая была создана в 2018 году в рамках проекта «Молодое поколение». Активно сотрудничает с нашей библиотекой, проводит интересные мастер-классы, и также у нее очень творческие дети, которые помогают ей во всем. Семья Кондратьевых – активные участники наших всех конкурсов и мероприятий. Поздравляем с победой, вручаем диплом и ценный приз. А сейчас хотим вам показать один из работ этой творческой мастерской, отрывок из анимации сказки «Куланик», автором которой является наш друг, незрячая писательница Любовь Гаврилевна Ольцова-Топталана. Над этой анимацией трудились наши самые талантливые мамочки с детьми. Все персонажи нарисованы талантливой художницей, иллюстратором книг Дарьей Татариновой. За Аялом вышли мама с папой и были тоже очень рады новому другу сына. У олененка нет рогов, я ему изготовлю рога, а я сошью чепрак, чтобы ему не было холодно. Вот так родители Аялы решили сделать подарок новому другу сына. Каждый день Аял с друзьями играли с Кулаником. Куланик стал самым лучшим другом всех детей округи. Через некоторое время отец Аялы изготовил у себя в кузнице рога, хамус, который вкусно умел ковать этот музыкальный инструмент. Сегодня на нашем онлайн-площадке присутствует автор сказки Любовь Гаврилевна Олесова-Топталана. Любовь Гаврилевна, добрый день. Хотели бы услышать ваше мнение, понравилось ли вам и ваши пожелания. Пожалуйста. Любовь Гаврилевна сейчас присутствует, да, наша? Ага. Пожалуйста, Любовь Гаврилевна, включите звук. Вас пока не слышно. Вам нужно включить звук. Угу. Не получается, да? Ага. Вот так. Мы идем дальше. Номинация «Дебют года» присуждается новому читателю, который в течение года проявил себя как активный читатель, прочитав сотни книг. Ирина, разрешите? Позвольте объявить победителя второй номинации «Дебют года». Сергей Егорович Гаврилев. Поздравляем вас и вручаем диплом и памятный приз. Кинигени жиға терги тустар жоңго олус солтала. Быйыл камсык кемигер үле бу көрүңе ордук көжүстәк болара сарбактанмат. Бары устуктары туннан күннете агыны догор оңостор көктөк агачы атын ылар. Көктөк агачы атын ылар Шарабарин Владимир Анатольевич. Эгерделен туран диплом, оннан сыналак калак туттарылар. Мобильный сыгырыныңы аудио книгелери ағы биһиги нәгы олақ путугар бигетик кирді. Библиотекавыт ағачылара библиотека Михайлова онна аудио книги ырбыз сыгырыларынан куяр сетибинен сатабыллақты туханаллар. Мобильный сыгыры көхті ағачыта анал аты ылар Моисеев Мичель Александрович. Мичель Максим Кирович Амосов атынан Хифо Устуджона, библиотека кен туттар, ыры тойук эйгеле таланнах эдер агачыта. Система Брайля является одним из важных средств общения и доступа к информации. Целью пропаганды рельефно-точной системы чтения письма как основа грамотности библиотека в 2007 году впервые присудила номинацию «Верность Луи Брайлю». Итак,
Победителем номинации «Верность Луи Брайлю» становится Юрий Вениаминович Писарев. С Юрием Вениаминовичем нашу библиотеку связывает очень давние и теплые отношения. Он верит в нашей библиотеке с самого ее открытия и до сих пор читает много и увлеченно. Поздравляем, Юрий Вениаминович! Номинация «Профактивист» присуждается Пассар Марии Николаевне. Мария Николаевна – социальный педагог, тифлопедагог, учитель истории и обществознания Республиканской специальной коррекционной школы-интернат, большой друг библиотеки, ее активный сторонник, активная участница творческих конкурсов и библиотечных мероприятий. В этом году стала победителем Всероссийского конкурса «Егоровские чтения-2020» в номинации «Авторский перевод стихов Ивана Горного». Поздравляем Марию Николаевну! Хөрбәттәр адал библиотекалара, саха серин улустарын библиотекаларын кытары хардарыда ыксасибәстәхтик үлелиргә жолугар. Семинардар, конкурстар, тиһиген быспакка ытылдан, ситимнә үлә салганан иһәриттән кен туттабыз. Бастын библиотечный пун аты 2019 елга мәңә ханалас улуха улбыта. Быел анал ат уаннасаналах бирес ханнык улуска барый. 2000 сүрбә сылга бастың библиотечный фонд анал аты ылар амма улуғын киннәммит библиотечный ситимә сылыстата үгіз тәрәхімлерге ситихиләқтик айымнилақты кыттан кәлін бастың аты ылар теске тегістілер әғардені кытары диплом сәналақ біріз тұттарылыр. Библиотека. Номинация «Социальный партнер года». Присуждается нашему партнеру, с которым мы совместно провели несколько очень интересных проектов. Наверное, вы помните, теплоспектакль – это не только их война. В ноябре месяце ко Дню инвалидов организован онлайн-концерт «Олох керетин үребарылыбын». Эти мероприятия проведены совместно с Театром эстрады. Итак, номинация присуждается нашему партнеру Театру эстрады, директор Татьяна Чаранская. Поздравляем вас, дорогие наши друзья! В знак благодарности примите от нас диплом и памятный приз. Ревар ыллыбын кенчер кыттылаактары Айыллавна Степанова онна эрчим толоруларыгар ырыата истиягын. Қанере оғысылжан қалтай күлі атарарым сайын куяс кемлерин билбекке да мені қаларым ой еркінне жолосыз биттен арықсын қодағым аны ханнык аласка
номинация «Спонсор года». Итак, номинации «Спонсор года» вручается сети магазинов «Панда», директор Вышницкая Сардана Петровна. Хотелось бы поблагодарить наших спонсоров за ваше милосердие, за ваши щедрые, открытые сердца и за предоставленные вкусные призы. Библиотека эреллere, инникелere, ытчаттарбыт, ого аймак болар. Кинигени таптыр, билилер, көрүлер агачыны, үннери библиотека солбулгубат соруга. Библиотека эрелер, анал атынан нагар адаланар. Анал атынан нагар адаланар, Айылана Степанова. Республикадагы коррекционный школа интернат үйренәтті. Айыллана, таланна кескиллә, агачыбыз. Номинация «Перспективная молодежь». Присуждается активистке, участнице многих конкурсов 2020 года Слепцовой Жанне. Участница конкурса рисований, фотоконкурса, конкурса литературного творчества. Поздравляем Жанну и вручаем диплом с памятным призом. Вот как мы перевелись на онлайн-формат, проведено около 100 мероприятий на разных онлайн-платформах. Наибольший охват посещений среди читателей стала платформа Zoom, в которой мы выявили самого любознательного активного пользователя. Им становится Корнилов Валерий Русланович. Любовь Гаврилевна, вы подключились, да? Любовь Гаврилевна, вам слово, пожалуйста. Слышно меня, да? Да, слышно и видно. Я благодарю всех тех, кто участвовал в проекте выпуска мультфильма по моим мотивам сказки. Очень благодарю, очень здоровская работа. Отдельно Алисе Эдиковне спасибо большое. Я ее знаю с детства, свой человек. А библиотека вообще мне родная, как говорится, сторона. Спасибо вам большое. Всем с наступающим Новым годом. Целую всех. Спасибо. Спасибо большое. Мы подошли к самым главным номинациям этого. Чтение среди читателей, проживающих в Улусе, становится, сейчас мы узнаем, и им становится Иван Андреевич Спиров. Иван Андреевич стал победителем абсолютно заслуженно. Он является читателем с большим стажем. Его читательский формуляр можно назвать золотым в этом году. Поздравляем, Иван Андреевич, с успехом. Мы вам вручим диплом и главный приз победителя. Итак, номинация «Лидер чтения», город Якутск. По количеству взятых в библиотеке говорящих книг лидирующее место занимает Лезнев Виталий Гаврильевич. Виталий Гаврильевич является нашим читателем с 2007 года. Поздравляем! Мы обязательно вам вручим диплом и главный приз победителя. Дорогие друзья, наши юные читатели, пришло время объявить итоги третьего республиканского конкурса литературного творчества среди детей и молодежи «Вдохновение». Конкурс у нас проходит уже третий год, и в этом году, году патриотизма в Республике Саха-Якутия, его сквозной темой явилась непреложные истины любви к родине и преданности Отечеству.
О чем говорит само название «Мой край, мое отечество». Всего поступило 11 работ из разных уголков нашей необъятной республики. Надо сказать, что все участники большие молодцы. Некоторые ребята, кстати, принимают участие уже не в первый раз. И год за годом их произведение становится все глубже и совершеннее, чем мы очень рады. Итак, для объявления результатов слово предоставляется председателю жюри Марии Александровне Ивановой, выпускающему редактора республиканской газеты «Эски». Пожалуйста, Мария Александровна. Добрый день, дорогие участники сегодняшнего мероприятия. Во-первых, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать всем новогоднего праздничного настроения. Оценивать творческие работы всегда немножко сложно, потому что у каждого есть свой почерк, у каждого есть свой стиль. Нужно понимать того человека, какие чувства он испытывал, когда писал эти строки, эти произведения. Мы с радостью прочитали, проверили все работы детей. Работы очень талантливые, очень глубокие, дети очень молодцы. Конечно, хочется всех сделать победителем, но конкурс есть конкурс. Поэтому и хотим объявить победителей. Я объявляю, да? Да. Ага. Итак, в направлении поэзии дети приняли участие дети от 7 до 13 лет. Первое место занимает Данил Кондратьев. У Данила очень красивое стихотворение, у него очень красивые рифмы, прям стихотворение льется как песня. И хочу еще сказать, что работу Данила мы обязательно публикуем в наших газетах. Второе место занимает Люба Коркина. Она написала красивое стихотворение на якутском языке «Миндойдун Хамагатта». Также в направлении публицистика первое место занимает Ангелина Шепелева. Ангелина очень хорошо написала про свой родной край, про Амгу. Я, к сожалению, не была в Амге еще, но надеюсь, еще буду. И прочитав, как написала Ангелина, мне еще раз захотелось попасть в свою мечту в Амгинский улус, посмотреть обширные земляничные поляны, кристально чистые воды реки Амга. Второе место занимает в направлении публицистика Леонтий Наговицын. И в направлении поэзия молодежь, приняли участие молодежь от 14 до 15 лет, до 35 лет. Первое место занимает Данилова Сахая. Второе место занимает Семен Егоров со стихотворением «Осень» на русском языке и на якутском языке. И третье место занимает Данил Максимов с произведением «Родина моя, Покровск». Также хотим вручить спецприз Устинову Алексею. Он написал очень трогательные строки про... Мы в этом году отметили победу в Великой Отечественной войне и посвятили свои строки именно этому данному событию. И также в направлении публицистика молодежь спецприз получает Слепцова Жанна. Хочу поздравить всех победителей и участников. Практически не все являются победителями. И так как я уже сказала, все работы ребят мы с радостью публикуем в наших газетах «Кескиль» и «Юность Севера». Спасибо всем. Спасибо большое, Мария Александровна. От всей души, от имени нашей библиотеки мы вас поздравляем с наступающим Новым годом и вручаем вам благодарственное письмо. А всем остальным нашим участникам будут вручены сборники вдохновения, которые были собраны, и каждый участник получит по сертификату.
Дорогие друзья, как вы знаете, с 2017 года наша библиотека проводит конкурсы профессионального мастерства среди муниципальных и сельских модельных библиотек. В этом году конкурс был приурочен к 85-летию незрячего поэта Ивана Николаевича Егорова-Горного. В двух словах об этом расскажет заведующая отделом учета документов и библиографии Евдокия Николаевна Герасимова. Евдокия, пожалуйста. Добрый день. Слышно меня, да? Да, вас слышно. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые наши коллеги. Вот завершается 2020 год, можно сказать, исторический из-за внезапной пандемии. Но я думаю, что везде нужно во всем видеть только хорошее. Зато год дал нам хороший такой ощутимый пинок для дальнейшего, более активного освоения цифрового пространства. В конкурсе «Читаем» Ивана Горного всего поступило 9 работ из 7 улусов. Чурапчинскую МЦБС представляют целых 3 библиотеки. В основном работы представлены в виде мультимедиа-продуктов, то есть это видеоролики, видеопрезентации, виртуальные выставки. И очень отрадно видеть то, что у нас есть постоянные участники, которые участвуют в этом конкурсе из года в год. Это говорит о том, что наши коллеги нацелены на результат, и они глубоко понимают всю важность своего вклада в социокультурную реабилитацию. И, конечно, есть и новые участники. Это радостное событие вдвойне. Очень здорово, очень круто так держать. И, конечно, думаю, что я не буду задерживать, много не буду говорить. Скажу лишь то, что работы все были достойнейшие. Было очень сложно выбрать победителя. И давайте все-таки узнаем сейчас, кто же стал победителем. Герман, пожалуйста. Сейчас будут номинации. Номинация «Лучшая статистика» получает Чурапчинская МЦБС. Виртуальные выставки и презентации руководителя проекта Римы Викторовны Петровой посмотрели более 1500 раз на различных цифровых площадках. Номинация «Социальное сотрудничество» достается Намской МЦБС за видеоролик о жизни и творчестве поэта, руководитель проекта Сардана Николаевна Семенова. Обладателем номинации «Творческая инициатива» становится Нюрбинская МЦБС за видеоролик «Ого Арга», руководитель Александра Николаевна Петрова. Поздравляем! Сейчас мы переходим к победителям. Итак, среди муниципальных библиотек почетное 3-е место занимает МЦБС Мегина Кангаласская библиотека имени Сосина. За онлайн-медиачас Иван Горный ООО АЯР под руководством Трифоновой Марины Егоровны. 2-е место за видеопрезентацию «Видеть сердцем, видеть жизнь» занимает Центральная библиотека имени Некрасова, город Алдан. Руководитель проекта Ольга Анатольевна Лазарева. И безоговорочным победителем становится Чурапчинская детская библиотека за целый ряд мероприятий с первоклассными авторскими сценариями и издание брошюры, посвященной жизни и творчеству Ивана Горного. Руководители Дичковская Елена Николаевна, Гуляева Екатерина Петровна, Эверстова Ольга Гаврилевна. Дорогие коллеги, примите наши искренние поздравления. Итак, разрешите перейти к объявлению победителей среди сельских модельных библиотек. Вот тут хочу сделать ремарку. Победителей определить было очень сложно. Все работы достойнейшие, проделан огромнейший пласт работ. Честно говоря, мы просидели не 1 час за просмотром всех работ. Итак, 3-е место за ряд мероприятий в рамках одного проекта «Он смотрит сердцем и чувствует душой».
куда вошли и литературный урок, и громкие читки, выставки, конкурс флешмоб, чтение стихов и даже интервью с читателем, который был знаком знаком с Иваном Горным. Занимает Мендигинская сельская библиотека Амгинский улус. Руководителем этого масштабного проекта является Матрена Николаевна Захарова. Второе место за ряд мероприятий в рамках проекта «Көмүс күн», куда вошли блистательные мероприятия самых различных видов и форм, в том числе видеоконцерт, чтение стихов Ивана Горного, литературно-музыкальный вечер на фоне потрясающей осенней природы, викторина, а также превосходно оформленный видеопродукт занимает Кытанахская сельская библиотека Чурапчинский улус. Руководитель этого крупного проекта является Лена Александровна Пономарева. Кстати, отмечу, что Лена Александровна очень активно участвует в наших конкурсах. Итак, кто же у нас стал победителем? Заслуженное первое место за ряд высококлассных мероприятий, проведенных в течение целого года, в том числе интереснейшие классные часы, улусная викторина, день громкого чтения, конкурс чтецов среди юношей, выставки, целых 4 мультимедиа-продукта, возмещенных на разных цифровых площадках. Занимает модельная библиотека имени Савиновой села Горного улуса, руководитель Анна Ивановна Дармидонтова. Знаете, это родное село Ивана Горного, поэтому мы считаем, Анна Викторовна легла особая ответственность. И Анна Викторовна показала высший класс. Победа абсолютно заслужена. Инстаграм сетиминдеги победы ден ыры конкурса ыйтылдыбыза. Ол курдук конкурс түмүгүн биллерердикин көңүллер. Бастакы местени ылар Эрсан Иванов, көптүхү ден ырытынан. Иккис месте Тимур Калачев. Я хочу, чтобы не было войны ден ырыны колоро. Вонна үхүс месте Ева Кармышакова, журавли ден ырытынан. За оригинальность исполнения анал атынан наградаланар Бахром Яковлев. За волю к победе у войны брат Артем Онна Денис Лесь. Идет солдат по городу ден Ирена. Онна приз зрительских симпатий Айсен Лесковский. Катюша ден Ирена Баян Долголынан Колорон. Илахтыры баргытына гаддалиби. Агачылар бытын, бирге үлелер коллегалар бытын, республикатагы көрбәттер анал библиотекаларын коллективын, саңа жыллагы агардатын көрөрбүтүгер ыңырабыт. Наши читатели, спасибо всем за любовь, преданность книге и чтению. С наступающим Новым годом! Хочется сказать о вас, наши читатели, ведь библиотека без читателей – это только собрание книг. Благодарим наших верных, постоянных читателей, которые к нам приходят с удовольствием. Мы всегда вас ждем и всегда вам рады.
Ведь нас всех объединяет книга и преданность нашей библиотеке. Очень надеемся, что этот круг будет расширяться. Дорогие наши коллеги, библиотекари муниципальных библиотек и наших библиотечных пунктов, нам очень легко и приятно с вами работать, и мы это очень ценим. Благодарим за активное участие в наших конкурсах по продвижению книги и чтения. За море вдохновения. За ваш профессионализм. Спасибо вам за дни сотрудничества и минуты взаимопомощи. С наступающим Новым годом! Всех наших социальных партнеров, волонтеров благодарим за колоссальную поддержку. Спасибо за тепло ваших сердец и понимание. Спасибо вам за неравнодушие, отзывчивость и доброту. Благодарим всех тех, кто писали комментарии и ставили лайки. Вы не представляете, как это важно для нас. С наступающим Новым годом! Благодарим всех, кто был с нами на протяжении уходящего 2020 года. С наступающим 2021 годом! Мы верим, вас ждут покорение новых вершин и море блестящих побед. Надеемся, что у вас появилось или уже есть новогоднее настроение. Среди воспитанников детского сада «Подснежник» мы провели творческий конкурс «Новогодняя мозаика». 3-е место получил Уранаев Аюран. Название конкурсной работы «Веселая коробка». 2-е место получил Эркинов Тимур, «Деревенский парень». 1-е место Колотухин Миша. Название конкурсной работы «Символ года у новогодней елочки». И 2 номинации «Лучший символ года» Егорову Диме «Новогодний бычок». Самая оригинальная елка присуждается Перевознюк Савелий. Название конкурсной работы «Елочка». Всех поздравляю! Республиканская библиотека для слепых поздравляет вас с наступающим 2021 годом. Желаем вам крепкого здоровья, всех замыслов и планов вашим родным и близким. Күнді бүгінгі тәрәхін кіттігілақтара, үйінер 2 түхінчә сүрпе бір сыл бары бұтығар үтіөнер әтүстәтін. Бұқа бары даровай болуғын, саңа жылы жоллақты көрсүйіғын. До новых встреч! Счастливого Нового года! Ребята, дорогие друзья, мы сейчас вас попросим, пожалуйста, включить всем видео для общего фотографирования. Мы включаем видео, улыбаемся. Улыбаемся, все включили видео, да? У всех есть видео? С Новым годом! Новым годом! С Новым годом!